Исәнмесез? Татар кызы тапшыруы үзенең дуслары белән күрешергә бик шат. Салям. Бүген безне бик онытылмаслык сәяхәт көтә. Мы отправляемся в Нагайбакский район. А там уже все готово для встречи гостей. Безне иң күңелле һәм юморт бәйрәм Сабантуй көтә. Айда киттек. Смотрите сегодня в программе. Жайнан ин мәһим бәйрәменә әзерләнү. Как отмечается Сабантуй в Нагайбакском районе? Сезне милли бәйрәмебез белән, Сабантуй белән. Сабантуй кунакларны каршы ала. Удалось ли татарочкам стать украшением праздника? Халык һөнәрләре, серләре и самые необычные гонки в их жизни. Ой, круто, вообще супер. Сабантуй – любимый с детства и самый долгожданный праздник. У каждого из нас Сабантуй свой. Одни любят его за щедрость и гостеприимство, другие – за беззаботное веселье, в которое он погружает с первых минут. Третьи – за национальный колорит и уважительное отношение к своим истокам. Сабантуй в Нагайбакском районе соединил в себе все эти качества. Это настоящий деревенский праздник. Он окружает нас миром, добром и любовью. Исәнмесез, кадерле дуслар, хөрмәтле милләттәшләр. Сезне милли бәйрәмебез белән, Сабантуй белән кайнар котлыйм. Исәнлек, саулык, бәхет, иминлек сезгә телим. Бәйрәм белән. Для участниц проекта «Татар кызы» поездка на Сабантуй – это не просто развлечение. Сегодня им предстоит узнать много нового о жизни нагайбаков, впервые выйти на сцену, пройти краткий курс народных ремесел, а еще принять участие в самых необычных состязаниях в их жизни. Итак, встречаем полуфиналистки проекта «Татар кызы». Сложно представить, что еще пару месяцев назад большинство из них и не мечтало о большой сцене. Но все получилось. Танец татарочек стал настоящим украшением церемонии открытия праздника. Biz bu чыгышка бик әзерләндек, әзрәк дулкынландык, ләкин барыбер әйбәт кенә биеп алдык һәм безнең биебез тамашачыларга бик ошады дип өметләнәбез. А дальше их ждало еще более удивительное занятие. Дело в том, что Нагайбакский район славится своими народными умельцами. Секреты мастерства здесь передают от одного поколения к другому. Вот вам пример. В семье Деняевых поделки из бересты и дерева мастерит отец, сын и дочь. Конечно, до такого уровня нашим девочкам далеко, но сделать сказочную птицу вполне по силам. Очень интересно, я скажу, это такое в первый раз у меня, но в принципе получается, нам помогают, нас, конечно, не оставляют в беде, если мы чего-то там не дорезали, например. Ко встрече с татарочками нагайбакские мастерицы подготовились серьезно. Привезли в поле старинный ткацкий станок. Да, именно так за кропотливой работой проводили вечера наши пра-пра-пра-бабушки. А еще много веков назад они начали мастерить кукол-закруток без единого стежка, только яркие лоскуты и нитки. Говорят, если такую куклу смастерить с любовью, а потом подарить от чистого сердца, она обладает магической силой приносить счастье и удачу. Мин бүген Нагайбак yerində матур курчак эшләдек. Бу безне юлда йөргәндә саклап йөртә. Юлларыбыз ак, уйларыбыз ак булсын, тамакларыбыз тук булсын дип эшләнгән. Миңа бик ошады бу мастер-класс. Бик зур рәхмәт организаторларга. А здесь учат тончайшей вышивки из мелкого бисера. Или можно своими руками за 10 минут смастерить любимое украшение татарочек всех времен – изю. Своим мастерством делятся участницы всероссийского общественного движения «Ак-Калфах». Совсем недавно его региональное отделение появилось в Челябинске. Безнең матур шибәр кызларыбызга бүген ак калфак шигәргә үрәтергә килдек. Без бу кәсепкә Казанга барып, специаль конгресста үрәнеп кайттык. Хәзер кызларны шул матур рәсемнәрен төшереп үзләренә нинди ошай шигәргә шул
колфакларны өйрәтергә тырышырбыз дип килдек инде. Исәбебез шундый. Идея движения «Ак-колфак» проста, как все гениальное. Передача опыта от одного поколения женщин другому. И дело не только в рукоделии, хотя и это тоже важно. Девочки, ну согласитесь, так иногда не хватает мудрых советов. Теперь вам на помощь всегда готов прийти «Ак-колфак». А теперь решающее испытание на сегодня. Татарочкам предстоит оседлать настоящего железного коня. Ну ладно, не коня, а пони. Знакомьтесь, мини-трактор «Уралец». Но этот малыш способен на многое. Мини-трактор «Уралец» 220-й – отличная, незаменимая вещь для сельчанина. Основное его предназначение, по-моему, сенокос, уборка снега, расчистка снега, перевозка грузов малогабаритных, привез-увез. Самый идеальный вариант. Он надежный, неприхотливый, у него дешевая себестоимость грузоперевозок. Отличная вещь. Итак, в результате промежуточных заездов определятся 4 победительницы, которые затем сразятся в финальной схватке. Xayrli kun, qizlar. Men sizni Saban to'yinda salomlayman. Bayram bilan. Bugun sizni bek qiziqli sinovlar kutadi. Siz traktor ertashaksiz. O'zingiz. O'ngishlar sizga ham. Olg'a! Оказалось, что управлять таким трактором непросто, но даже те, кто никогда не садился за руль, сумели выполнить любимое упражнение всех начинающих водителей – змейка. Ну это не машина, я вожу машину 4 года, но это не машина. Педали совсем другие, очень тугие и очень он рвется вперед, очень сложно. Мен Бигукшаны Бигшатмын. Азырақ кулкыныз болды. Утырганым юк инде, биринчи тапкыр бүгүн утырдым. Финалга электим. Финалда үшүнчү болуп келдим. А теперь финальная гонка. Кто из них достоин звания «Лучшая трактористка проекта»? Убедительную, но непростую победу одержала Алия Абсалямова. Теперь мы спокойны за тебя, Алия. В деревне ты не пропадешь. Ой, круто, вообще супер. Меня до сих пор потрясывает. Итак, жюри подводит итоги этого яркого, интересного и незабываемого конкурса. Вождение трактора – это непросто. Вот. Некоторые даже за руль никогда не садились, но сегодня мы видим, они весело, радостно, легко справились и с вождением трактора тоже. Главное, что все участницы остаются в проекте и продолжат борьбу за звание самой красивой и талантливой татарочки России. Biz Nagaybak rayonun bilan sağ buluştuk. Наше путешествие завершилось. Борщилма, Руслан, барда алдали. Это была разминка. Ни айтасың келе? Нас ждет областной Сабантуй, главный праздник лета на Южном Урале. Без Троицка юнәләбез. Сау булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр. Смотрите в следующей программе. Кызлар Троицк шәһәренә баралар. Областной Сабантуй – главный праздник лета. Нартя ауыл Толсомлы Шак-Шак. Губернатору Челябинской области предсказали его судьбу. Я всегда это знал. Ыстакулы кызлар. Как татарочки покорили сердца гостей Сабантуя. Смотрите нас каждый вторник и пятницу на канале ОТВ.